помощь. Так что во всех медицинских организациях открыты двери для вас, они вас ждут, любят и очень уважают. Спасибо большое, Вера Владимировна. У нас, получается, сейчас, с прошлого года, когда во время пандемии мы начали сопровождать онкологических больных. То есть к нам обратился дедушка из Ленского района, он был одинокий, то есть он вообще никогда не приезжал в Якутск. Таких людей очень много, которые ни разу не были в Якутске, не знают, где снять гостиницу, поближе от поликлиники, например, да, то есть бывают люди, которые не могут сами передвигаться. Этот дедушка был, например, незрячий. Получается, и мы к нему прикрепили несколько волонтеров, которые практически посвятили свой день полностью, да, поехали по поликлиникам, сдавали анализы вместе с ним, то есть вот все процедуры до того, как он госпитализировался в больницу, вместе с ним вот волонтеры встречали в аэропорту, провожали, да, получается. И вот про эту будущую работу, как мы все это будем планировать в дальнейшем, да, по таким пациентам, которые одинокие, либо вообще никогда не были в Якутске. Такое вот сопровождение и такая работа у нас будет продолжаться. И, Лена Николаевна, пожалуйста, расскажите тоже, как мы будем все это выстраивать, как у нас акция будет называться и вообще, что мы уже подготовили. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, участники форума. Очень здорово, что такой замечательный форум у нас идет в республике, и очень здорово, что это все идет в канун праздника нашего профессионального, в канун Дня медицинского работника. И хочу сразу сказать, что наше утро сегодня тоже началось с волонтеров. Буквально сейчас у нас волонтеры выступают для наших работников, делают нам праздничное настроение во дворе нашего здания, в котором мы сейчас находимся, временно на Стадухина, 81, корпус 1. Огромное спасибо, Алена Ивановна. И вообще, вот то, о чем вы говорите, действительно, это очень серьезная работа, оказание, во-первых, объединение волонтеров-медиков, это очень правильно, для того, чтобы оказывать посильную помощь системе здравоохранения. Вы реально оказываете нам помощь, потому что то начинание, которое вот с прошлого года ведется, это было, для нас это было очень необходимо и нужно. А как это было необходимо и нужно для наших пациентов, поскольку вы же все многие знаете о том, что несмотря на то, что у нас очень серьезное направление, очень сложное направление, но психологическая помощь до сих пор у нас вот система психологической помощи, она не выстроена, да. Есть моменты, потому что это все-таки не финансируется, имеется в виду система ОМС, поскольку это не является страховым случаем. Соответственно, мы выходим сами из этой ситуации. В 2017 году у нас реализовался в стенах нашего диспансера проект «Ты-не-один», волонтерский проект. В этом объединении у нас волонтеры, медики, онкологи нашего диспансера, и мы оказываем помощь на этапах с момента того, как наши пациенты переступили порог нашего учреждения. И, как правило, это все делается в стенах диспансера. При этом, оказывается, бывают и информационно-правовые часы, и бывает социальная поддержка, и бывают те моменты, когда мы проводим вплоть до концертов для наших пациентов, да, и даже тот фильм, который «Надо мной солнце не садится», прямо вот когда была премьера, приходили к нам и показывали этот фильм для наших пациентов. Это было очень здорово, когда наши пациенты воочию увидели этот фильм и увидели тех артистов, которые принимали участие в этом фильме. И, конечно же, другие объединения, которые участвуют в этом проекте, и парки, и так далее, да. Но хочу еще что сказать. Вот с прошлого года мы стали очень активно работать с волонтерами-медиками. Это очень замечательно. И в последующем, как Алена Ивановна сказала, у нас с этого года уже будут очень серьезные проекты идти, потому что в здравоохранении есть очень хорошая служба, практически у всех медорганизаций. Называется служба сопровождения пациентов. Но, как правило, мы это делаем только с логистической целью. На самом деле, вот для нашей системы, если у нашего пациента только-только идет подозрение или выявляет онкологический процесс, мы должны уже сопровождать нашего пациента. Понятно, что на уровне в стенах нашего диспансера мы будем это делать сами,
Но вне диспансера, конечно, очень здорово, что есть вы, Алена Ивановна, объединение волонтеров-медиков, потому что вы нам показали пример, что вы можете тот этап работы, когда приезжают наши пациенты с районов, вы уже можете встречать, делать трансфер, привозить к нам в диспансер и сопровождать пациентов. Это очень здорово. И, конечно, не только сопровождение, но и оказание психологической помощи, потому что наконец-то психологи повернулись к нам лицом. И буквально вот сегодня, вот после форума к нам приходят психологи для того, чтобы работать с нашими пациентами. Понятно, что наши пациенты очень серьезная и тяжелая категория, но тем не менее, вот сейчас, как социальный проект, когда услышали, что и волонтеры-медики с нами, но вот они уже тоже с нами будут работать. Мы просто очень надеемся на это. Так что это будет действительно служба сопровождения пациента, когда пациент будет не один. И этот проект у нас будет совместно, волонтеры-медики, и ты не один, для того, чтобы наши пациенты чувствовали поддержку и при сложных моментах оказания психологической помощи не только пациентам, но и их родственникам. Так что вот мы надеемся, что наш проект уже вот начинает работать, и когда-то мы даже покажем первые свои результаты совместной работы, когда вот действительно мы объединяемся все в волонтерстве для оказания вот этой вот самой посильной помощи для наших пациентов. Огромное спасибо. Хочу поздравить всех с наступающим Днем медицинского работника. Это очень хороший праздник. Жалко, что мы в режиме вот в таком не встречаемся, но тем не менее, и в таком сложном направлении открываются какие-то свои новые горизонты. Мы во всяком случае можем в онлайн-режиме увидеть друг друга, поздравить и пожелать всем успехов. Самое главное, конечно, здоровья. Здоровья вам, вашим близким, вашим родным людям. И, конечно же, всегда мы будем сотрудничать. Мы открыты для сотрудничества. Огромное спасибо. Спасибо большое, Лена Николаевна. Да, мы обязательно продолжаем сотрудничать и готовы подключаться именно вот к помощи по сопровождению пациентов. Ребят очень много, и даже автоволонтеры у нас к нам присоединяются, которые в свое свободное время, кто-то в отпуска, обычно вот когда летом приезжают, у нас именно рабочая молодежь подключается. У нас вот, например, девушка из МВД работала, у нее был отпуск, и она вот полностью всегда мне пишет: давай мне людей, которых я буду курировать, буду сопровождать. Поэтому она очень все это любит и с нами вместе тоже продолжает работать. Это человек, который нам дала пандемия, то есть она вот присоединилась в акцию «Мы вместе» и вот продолжает сейчас у нас работать в волонтерах-медиках, помогать в волонтерах-медиках. Вот, и получается, вообще в онкологическом диспансере проект «Ты не один», то есть волонтерское движение, мы с ними уже давно сотрудничаем, да, то есть на форуме «Территория добра» тоже прошла такая большая площадка, где мы тоже выстроили план будущих работ, но в связи с пандемией тоже вот все это прикрылось, но вот когда все уже будет нормализовываться, то мы все это будем продолжать и в районах, то есть наши местные отделения тоже подключитесь обязательно, да, то есть будете уже на подхвате из районов нам звонить. Вот Алена, например, вот наш пациент, который к вам приезжает, встречайте, и все, мы все организовали, ваш номер тоже дали, то есть в таком рабочем порядке мы будем с вами тоже по этим вопросам общаться, и у нас тоже помимо сопровождений, да, у нас еще вот проводятся онлайн мастер-классы, лекции, общение, да, с врачами и так далее. То есть мы не только внутри больницы помогаем, но и помогаем, конечно, организовывать досуг, да, для пациентов. Вот те же концерты, которые у нас ребята сейчас поздравляют медиков, да, ребята-медики в танцах сейчас танцуют до 4 дня, будут танцевать по медицинским организациям, поздравлять медицинских работников. Поэтому тоже присоединяемся к поздравлениям всех, кто у нас находится в онлайн-режиме и кто находится сейчас вот вместе с нами здесь в очном формате. Всех поздравляем, всех причастных к медицине, студентов, врачей, медицинских работников. Поздравляем с этим замечательным днем медицинского работника. Давайте всех поздравим, похлопаем.
Вот. Сегодня таких поздравлений будет очень много, и, конечно же, с нами тоже очень хорошо сотрудничает поликлиника номер 1. То есть мы начали тоже вот во время пандемии, вот очень хорошо тоже познакомились. Наши ребята, им очень понравилось именно помогать в стенах данной поликлиники, так как ну, находится в центре поликлиника, да, студенты обычно любят, когда вот близко от их общежития либо дома, и вот ребята с удовольствием ходили, развозили лекарственные средства, да, для ковидных больных, и получается затем кто-то даже поработал, трудоустроился, поэтому такие истории тоже очень много. И Алевтина Васильевна, здравствуйте. Добрый день, уважаемые участники совещания. Во-первых, я хочу всех поздравить с наступающим днем медицинского работника. Участники нашего совещания, большинство это медицинские работники, и также с наступающим республиканским праздником, национальным праздником СССР. Волонтерское движение – это, конечно, движение очень правильное, очень нужное, и в нем участвуют именно люди, у которых добрые сердца. И это волонтерское движение в нашей республике впервые началось во время игр «Дети Азии». И именно прошлый год, 2020 год, когда вся страна, весь мир встретился с пандемией, это движение волонтерское у нас получило новое развитие. Я хочу отдельно поблагодарить каждого волонтера, участника этого движения, равнодушие, за то, что это люди. Вообще эти люди будущее, потому что невозможен мир без добра, без взаимопомощи друг другу, тем более для нас, для северян, это очень важное, это является основной составляющей нашей жизни. От себя лично я хочу еще раз поздравить, и у нас в поликлинике учрежден нагрудный знак, медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией. Но вы знаете, что наша поликлиника – это самое крупное амбулаторно-поликлиническое учреждение города и республики, прикрепленное населением около 100 тысяч, и на нашей базе работают 6 централизованных отделений. И я хочу отдельно поблагодарить еще раз Терентьеву Кристину Григорьевну, которая является волонтером-медиком по направлению волонтерской помощи в медицинских организациях. Она студентка первого курса мединститута СФУ, лечебное дело. Поздравляем Кристину Григорьевну. Поздравляем Кристину. Кристина подключена у нас онлайн. Кристина, все мы присоединяемся тоже к твоей награде. Поздравляем. Ты большая молодец и продолжай в том же духе. Кристина у нас студент первого курса и уже показала такие вот успехи и продолжает помогать до сих пор поликлинике номер 1. С такой же медалью награждается Амосова Ирина Ивановна, волонтер-медик, также направление волонтерская помощь в медицинских организациях, студентка первого курса мединститута СФУ, лечебное дело. Спасибо большое. Я думаю, что у нас будет возможность также очень их поздравить. Еще раз с праздником. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Алевтина Васильевна. Да, мы, надеюсь, тоже будем продолжать наше сотрудничество. Ребята тоже подключаются. Сейчас, конечно, у ребят у всех большинство сессии, но готовых продолжать помогать после сессии тоже много, и тоже будем все вместе очень дружно работать. Следующее слово хотелось бы передать Ольге Викторовне. Ольга Викторовна, добрый день. Добрый день, участники форума. Я сегодняшнее участие воспринимаю, во-первых, конечно, как дань благодарности всем волонтерам, не только которые помогали нашей больнице, но и по всей республике, по всей стране. Но и еще хотела бы наметить сразу те направления, которые хотелось бы дальше развивать по волонтерскому движению. Конечно, сегодня многие организации сталкиваются с тем, что в ряде случаев возможности персонала не всегда достаточно для выполнения какого-то необходимого нам объема работы. И вот как раз привлечение студентов медицинских институтов, медицинских колледжей, добровольческой деятельности позволяет повышать скорость, качество оказания медицинской помощи. Но это с одной стороны. А с другой воспитывать более квалифицированные кадры с помощью как раз присвоения практических этих навыков. Конкретно для нашей больницы, конечно, помощь волонтеров была очень существенна. У нас специфический контингент, пожилое население, и мы оказались все в самоизоляции. И доставить лекарства, больничные листы, да просто слово поддержки сказать, это все как раз
наши волонтеры. И не дай бог, когда кто-то уходил по каким-то причинам, сразу чувствовалось его отсутствие. И вот эта посильная помощь в нашем амбулаторном звене, в стационарном звене, конечно же, отражается на качестве нашей работы и дает возможность нашему персоналу уделять больше внимания, больше заботы каждому пациенту. И вот какие положительные формы сотрудничества я бы хотела отметить. Первое, это, конечно же, мы формируем вот с помощью добровольцев, медиков, свое профессиональное профильное сообщество медицинских кадров с необходимыми компетенциями, профессиональными навыками. Кроме того, эта волонтерская деятельность, она способствует удержанию наших кадров в медицинских учреждениях. Ну, мы прекрасно понимаем, что мало обладать глубокими знаниями, отработанными навыками. Чтобы помогать людям, необходимы щедрость, чуткость, чистота помыслов. И только тот, кто принимает это, понимает это, приходит в волонтерское движение, приходит в медицину и уже там остается с ней до конца. И вот в случае взаимной удовлетворенности, когда мы видим, как работает волонтер, какие у него навыки, как он думает о своей перспективе в будущем профессии, мы уже как работодатели тоже задумываемся взять этого сотрудника, мы уже видим его сильные, его слабые стороны. И уже, конечно же, хотелось бы дальше обсуждать уже вопросы последующего трудоустройства. То есть уже воспринимаем его как молодого специалиста нашего учреждения. Конечно же, нам выгоднее получать именно не новичка, которого мы не знаем, а товарища, который прошел с нами сквозь разные испытания, и мы уже знаем, на что он чего стоит. И еще хотела бы я остановиться на такой проблеме, как вот по волонтерам. Мы заметили, все-таки была некоторая текучка волонтерских кадров, первое. Второе, и я думаю, его надо обсуждать вот на этом форуме, это все-таки нам нужно хорошо, системно продумать это волонтерское движение. Потому что системности нашей, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, не хватает. Нам надо выделить отдельные таргетные группы. Вот Лена Николаевна очень хорошо рассказала про онкопациентов. У нас такой широкий контингент с большими-большими разными, разнообразными проблемами. Это пожилое население, граждане старшего поколения, одинокие старики, даже несмотря на то, что находятся в семьях. Это паллиативные пациенты, за которыми требуется уход. Нам очень не хватает именно вот таких специалистов с такими именно навыками. Нам не хватает, как я их называю, коучей. Вот, наши волонтеры помогали рассказывать про вакцинацию, сейчас нужно рассказывать много про диспансеризацию, потому что нашим сотрудникам не всегда хватает времени, чтобы пояснять, особенно пожилым пациентам, по несколько раз. И поэтому здесь очень востребованы именно студенты, медики, мединститутов, медколледжей, которые будут доступным языком рассказывать о насущных проблемах здравоохранения. Это раз. Во-вторых, обучать самих пациентов, их родственникам, навыкам ухода за своими родственниками, ну и так дальше. Поэтому здесь какие перспективы вижу. Во-первых, мне уже наш сотрудник, который обучается или обучалась в мединституте у Надежды Валерьевны Савиной, совместно с Аленой Ивановной подготовили проект соглашения. Наши юристы посмотрели, и я уже предлагаю Алене Ивановне заключить, по крайней мере, с нашей организацией вот это соглашение, где будут уже прописаны наши с вами системная работа раз, мы будем с вами составлять план мероприятий, ну, естественно, уже будем отрабатывать разные направления нашей деятельности, конкретно, что касается нашей больницы. Ну и здесь, со своей стороны, я тоже считаю, что мы не дорабатывали, потому что вопросы питания пациентов, перевозки пациентов, помощи, особенно когда в морозы не работали допоздна, доставки их до дома, такие обязательства со стороны медицинской организации тоже нам нужно будет продумывать. То есть это взаимный, взаимообогащающий процесс, который нужен и нам, и вам. Большое вам спасибо. Всех наступающих праздников.
Спасибо большое, Ольга Викторовна. Да, мне хочется также сказать слова благодарности, то что вот именно во время, когда вот 18 марта 2020 года у нас создали, открыли Республиканский волонтерский корпус общероссийской акции «Мы вместе», и больница, которая пошла к нам навстречу, и вот на протяжении нескольких месяцев и до сих пор, да, помогает именно при заборе анализов ПЦР, то есть бесплатно для наших волонтеров. Наши волонтеры чуть ли не каждый день ходили на протяжении 3 месяцев сдавать эти анализы бесплатные, да, то есть в те времена, когда вот все начиналось, очень дорогие анализы ПЦР заборы делали, да, и все такие в панике у нас волонтеры были, и поэтому, чтобы вот сохранить здоровье наших волонтеров и пожилых людей, к которым они ходили, мы, конечно, своевременно все эти анализы сдавали, и ребята очень были рады, и поэтому тоже у нас огромная такая благодарность Ольге Викторовне и коллективу РКБ номер 3, что вот мы продолжаем сотрудничать, и ну и вот то, что мы будем подписывать соглашение, это тоже очень радует, потому что мы очень хорошо тоже поработали, мы написали проект тоже, да, когда вот обучались в первичке, получается, да, ребята, ну, сотрудники очень хорошо все это выстроили. Мы будем еще с ЕГБ номер 2 заключать соглашение. То есть вот такой очень хороший пример. И надеюсь, тоже другие медицинские организации нашей республики тоже присоединятся, наша ЦРБ, взяв такой пример, и будут продолжать именно вот, чтобы систематично выстраивать вот такую качественную работу волонтеров, чтобы уже внутри организации был курирующий человек, да, вот работу наших волонтеров. И вот про курирование работы волонтерской деятельности у нас очень хороший пример имеется именно в поликлинике номер 3, и нам Сардана Кирилловна расскажет, как вообще у нас выстроена эта работа. У нас во время вообще вот тоже с пандемией началась, да, огромная помощь. Очень много волонтеров именно пошли помогать туда, и по лекарствам чаще всего пожилые люди обращались, чтобы забрали оттуда лекарства. Поэтому работа тоже выстроена в разных направлениях. Ребята работали и в колл-центрах, и сейчас тоже продолжают помогать. Сардана Кирилловна, вам слово. Добрый день, уважаемые наши коллеги, добрый день, наши будущие коллеги. Во-первых, позвольте поздравить вас всех с наступающим нашим профессиональным праздником. И очень надеемся, что тут сидящие наши будущие коллеги потом станут ряду, придут к нам работать в наши медицинские организации. Значит, очень желаю вам успешного окончания вашей учебы, успешного выбора вашей, выборе вашей специализации. Многие у вас пойдут в ординатуру, да, правильно? Или сидящие, которые в ординатуре, пусть успешно оканчивают свою работу и, дальше работают по своей специальности. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям. Что я хочу по поводу, работы, совместной работы волонтеров-медиков медицинского института и нашей организации. Да? Мы слово «волонтеры» увидели, и фамилия Кучкина Алена в моем телефонном справочнике появилась с марта 2020 года. В 2020 году работа была у нас выстроена так. Как наши коллеги сказали, у нас, волонтеры помогали в поликлинике. Это, во-первых, в колл-центре. В колл-центре у нас было более 2000 звонков, и большую помощь оказывали человек 5-6, они сидели с утра до вечера в колл-центрах. Далее они, помогали доставке лекарственных препаратов, доставке листков нетрудоспособности и помогали нашей детской поликлинике по работе нашими детками, да, мамами и беременным женщинам. А в этом году работа была выстроена уже по-другому.
так как с февраля месяца у нас стала проводиться активная вакцинация от новой коронавирусной инфекции COVID-19, значит, наши волонтеры уже помогают уже в вакцинации. Они все, значит, разделены по всем нашим 3 отделениям. И, значит, в 2 смены, и в субботу, и в воскресенье они работают в наших отделениях и помогают проведению нашей, значит, вакцинации. Но так как мы знаем, что у многих нет сертификата по тестерскому делу, так как студенты очень, и молодые люди очень хорошо разбираются в компьютере, они очень быстро вводят все данные в единую базу, и вечером своевременно, если у нас были трудности в вводе всех паспортных данных, значит, наших пациентов, госуслуги, да, наши пациенты уже вечером, благодаря вам, студентам, да, у нас все получалось очень быстро. И также, и если бы, честно скажу, если бы не волонтеры, медики, да, наверное, у нас работа бы проводилась, значит, проводилась бы очень плохо, потому что в прошлом году многие наши участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры работали в красных зонах. Практически у нас на приеме сидело 3-4 врача, участкового врача-терапевта. Да? И помощь, конечно, оказывали наши волонтеры. И в будущем, если мы надеемся, что когда-нибудь эта коронавирусная инфекция от нас уйдет, мы надеемся, что волонтерское движение все равно будет процветать, двигаться вперед. И огромное большое спасибо вам от нашего большого коллектива. Спасибо большое, Светлана Кирилловна, за теплые слова. И поэтому до сих пор ребята продолжают работать. И вот у нас сейчас присутствуют вот координаторы направления нашего именно волонтерская помощь в медицинских организациях. Это Сотрудникова Алина. Алина, давай встань, покажись тоже ребятам. И ее заместитель Николаева Алена. Они все являются студентами медицинского института и вот координируют работу всех волонтеров в медицинских организациях, именно записывают часы, сколько часов они ходили, кто не может выйти, сообщают там медицинским работникам в организацию, поэтому такую работу... У нас по этой, я еще дополню, да, у нас по этой части очень жестко, да, у нас специальные тетрадки у заведующих отделений, они каждый приходит, расписывается, во сколько пришли, во сколько ушли, потому что греха таить, они вот эти часы им дают что? Дополнительные баллы к чему? Вы сами знаете, да? К экзаменам. Многие не добирают баллы к своим экзаменам и приходят к кому? Они считают каждый как копейки свои баллы. Я сходил столько-то часов, да, типа, и они отчитываются не только там, мне еще я в группу, да, мы у них просим, кто сходил куда, в какое отделение, там, пишите, то есть у нас такая работа каждый день, там, ФИО-группу, там, и со скольки до скольки они сходили, все это, конечно, нам прописывают. Вот, ну, помимо этого у нас, конечно, есть еще школьники, школьные отряды волонтеров-медиков, которые тоже активно помогали в медицинских организациях до пандемии, и сейчас, конечно, они более по санитарно-профилактической деятельности, более приспособлены, то есть поликлиники, ну, медицинские организации пока что не допускаются, но вообще по работе вот со школьными отрядами у нас очень хорошо тоже выстроена работа в НАМской ЦРБ. И получается, как никто тоже у нас знает такую работу. Сергей Арьян Николаевич. Арьян Николаевич, здравствуйте. Пожалуйста, расскажите здравствуйте. Пару слов, как у вас там выстроена работа. Ну, во-первых, хочется поздравить всех с наступающим нашим профессиональным днем, с Днем медицинского работника. И вот сейчас слышал, как наши коллеги говорили о том, как идет взаимодействие лечебных учреждений, городских и республиканских, территориально расположенных в городе Якутске с волонтерами-медиками. Тогда становится немного это, радостно за них, во-первых, потому что мы в УЛУСе как бы предоставлены сами себе. Вот, и у нас волонтеры-медики, конечно, есть, но по большой степени они представлены нашими детьми, школьниками. Вот, они нам
помогают, но эта помощь такая, знаете, во время проведения акций, дней открытых дверей. Даже такая помощь для нас, конечно, она очень важна. Но сама идея вообще волонтерства – это же наивысшая степень человечности, да еще и в такой сфере, как здравоохранение. Это вдвойне ответственно и вдвойне как бы человечно и так интересно. Но заслужив, еще раз говорю, своих коллег, хочется тоже равняться на них. И думаю, мы дальше будем нашу работу с волонтерами-медиками совершенствовать. Далее, чтобы они присутствовали у нас, и эта работа у нас была постоянной. Вот, потому что, да, прошлый год для всего здравоохранения, в том числе для Намской ЦРБ, был сложным в связи с пандемией. Мы сами справлялись и с вспышками, с карантином, вот, все своими силами. Вот, поэтому потребность, конечно, для более такого тесного взаимодействия у нас имеется. Спасибо. Спасибо большое. Ну да, получается, у вас есть, конечно, необходимость в волонтерах, и у меня есть такое тоже встречное предложение для вас, чтобы вы с нами вместе поработав, создали местное отделение в Намском районе, потому что Намский район находится от города Якутска не очень далеко, и в принципе у нас есть волонтеры-медики, которые из Намского района, да, и во время пандемии тоже очень помогали вот администрации района, и поэтому можно как-то вот такую коллаборацию сделать, не только из сотрудников ЦРБ взять, но и молодежь, которая находится в районе, и с ними организовав работу, открыть местное отделение в Намском улусе, и уже они у нас пройдут обучение, и вместе такую вот, чтобы у вас тоже были помощники, которые могли помогать тоже вот по диспансеризации, по вакцинации, по такой части. Поэтому это было бы очень здорово. Вот такое вот у меня предложение для вас. Ну, я вот еще раз скажу, что волонтеры-медики у нас как бы представлены, но они представлены в основном учениками школ. Это вот у нас несовершеннолетние дети, вот, они нам помогают, вот, но, сами понимаете, мы детей максимально тоже не можем привлечь. Вот. Да, поэтому вот именно рабочую молодежь, которая у вас вот вообще в районе находится, ее можно вот привлекать. Школьные отряды, да, это у нас немножко отдельная история, но чтобы вот с ними тоже работали взрослые, мы вот можем у вас вот такое местное отделение создать. То есть у нас сейчас на форуме присутствуют представители тоже местных отделений из районов, Тампонское, Алданское и Мегель-Кангласское и Кобяйское местное отделение, и в принципе можно вот с главными врачами вот этих ЦРБ тоже устроить какой-то видеозвонок, да, пообщаться. Иван Степанович, например, да, он тоже у нас идейный вдохновитель и создание, например, в Тампонском улусе, плюс еще и в Кобяйском, то есть мы про это только вчера узнали, но вот можно как-то вместе созвониться, пообщаться пару минут, ну вообще, и проработать такой вот механизм. Вот. И получается сейчас слово теперь передается у нас Айшат, которая тоже у нас сейчас расскажет о направлении вообще, да, в целом. Вчера тоже рассказывала, сегодня тоже она, может, еще другие секреты какие-то расскажет. Поэтому, Айшат, тебе слово. Добрый день. На самом деле мы вчера очень подробно обсуждали каждое направление нашей деятельности в рамках волонтеров-медиков. И сегодня, конечно, такая площадка, которая необходима для каждого региона. И вот я сейчас слушаю, и все равно вот отслеживается региональная специфика. И очень здорово, что на местах люди находят разные возможности реализации данного направления. И очень жаль, что многие стали узнавать о нашей деятельности только в рамках пандемии. Мы же вообще этим занимаемся довольно-таки давно. В 2013 году наши ребята объединились в команду и оказывали помощь, и были волонтерами с Клифа. Вот как раз-таки они и начали этот путь медицинского волонтерства, волонтера-медика, когда они вот собрались в небольшую команду, приходили, помогали врачам в Клифе. И после этого в 2016 году нас официально
официально уже объявили волонтерами-медиками. Мы объединили Всероссийское общественное движение. В этом году нам 5 лет. У нас первый такой юбилей, мы будем его праздновать 8 августа. И данное направление это такое основополагающее направление нашего движения, на базе которого создано в принципе движение. И это направление раньше объединяло максимально всех профильных волонтеров. Сейчас волонтеры данного направления не только профильные ребята, не только студенты, медики, не только там действующие врачи или врачи, которые уже находятся на пенсии, но не могут оставить свою деятельность. Тут объединены уже и непрофильные тоже представители волонтерской деятельности, которые хотят быть причастны к сфере здравоохранения, которые хотят улучшить систему, внести в какой-то свой вклад. Например, если часть ребят там организовывает помощь медицинскому персоналу, то другая часть наших ребят помогает пациентам. То есть особо там медицинских знаний не нужно иметь для того, чтобы помочь ребенку, который на длительной госпитализации, чтобы с ним провести, например, уроки домашнего задания, или, например, проводить с ними там какие-нибудь конкурсы, или проводить для них зарядки во время их госпитализации, то есть как-то приукрасить их времяпровождение в больнице. Понятное дело, что у нас есть регламенты, у нас есть методическая база очень большая, которая лицензируется Федеральным центром поддержки медицинского добровольчества и Министерством здравоохранения Российской Федерации. То есть благодаря вот этим всем документам, которые у нас имеются, мы очень активно работаем вот ответственными специалистами системы здравоохранения и выстраиваем коммуникацию. Если мы понимаем, что у региона есть проблемы, то мы максимально активно включаемся, потому что данное направление — это как раз-таки то направление, которое дает возможность нашим волонтерам примерить профессию прям буквальным образом, особенно для тех, кто в будущем будет медиком. Это и профессиональная подготовка, да, то есть компетенция не только во время их обучения там, в университете или в СУЗе, а они еще дополнительно практикуются, дают дополнительно себе шанс еще более ознакомиться со своей профессией будущей. В дальнейшем это дополнительные баллы, да, нематериальное поощрение наших волонтеров, которые могут использовать волонтеры часы при поступлении в ординатуру или при поступлении в вузы. То есть вот это вот все, оно регламентируется единого образца, то есть нет такого, что кто-то что-то делает, а кто-то что-то не может делать. Вот уже проговаривали, что планируется там подписание соглашений. Эти соглашения тоже у нас проходят таким достаточно отработанным организационным способом, то есть у нас есть юристы, которые проверяют эти все документы, через них проходит эта вся база, и с каждой больницей, с каждой медицинской организацией мы прорабатываем индивидуальный регламент взаимодействия, потому что мы там заключаем соглашение не только там с поликлиникой, да, ЦРБ, ЦГБ, но и с ФАПом, к примеру, и с другими там медицинскими учреждениями. Хотела бы поблагодарить каждого, кто сегодня выступал, и, возможно, те партнеры из медицинских организаций, которые не присутствуют, но поддерживают волонтеров-медиков. Это огромная помощь, на самом деле, не только для волонтеров, но и для медицинских работников ваших учреждений. На самом деле, 2020 год показал, что важно каждому взаимодействовать с другими и людьми, и с организациями. И хочу отдельно выразить благодарность, что вы дождались, не дожидаясь, вернее, выпуска официальных документов и там, подобных прочих там, документов, готовы были уже принять волонтеров и там, предоставлять им какую-то зону ответственности, там, доставка рецептурных или нерецептурных медикаментов. Автоволонтерство тоже очень активно развивалось. Просто многие были регионы, которые очень ждали, пока им придут официальные запросы из Минздрава, знаете, чтобы эту помощь реализовать. Но когда они стали понимать, что ситуация усугубляется и ждать как бы нельзя, заявки растут, медицинские работники не успевают, а есть прям пул волонтеров, которые готовы разгрузить медицинских работников, взять на себя ответственность, они реально шли навстречу. И вот вам за это огромное спасибо. И хочу отдельно отметить ребят, которые вот
и ранее этим занимались, но в период ковида, конечно же, стали прям наравне практически с медицинскими работниками и проявили свой героизм во время пандемии и продолжают это по сегодняшний день делать. То есть это вот работа в зеленой зоне, работа в красной зоне, это работа в welcome зоне. Если вы помните, был такой период вообще ажиотажный по всей стране, когда невозможно было зайти в поликлиники, в больницы, стояли очередя. И вот наши волонтеры вот занимались вот этим потоком пациентов, которые вот в панике не знали, что делать. И в рамках этого направления мы еще там в один период начали активно внедрять психологическую помощь нашим волонтерам, медикам, нашим координаторам и медицинскому персоналу. Сейчас эту деятельность мы также продолжаем, то есть мы ранее им предоставляли там возможность телефонного консультирования, выделяли индивидуальных для них психологов, а сейчас мы им предоставляем чат-бота, ну и можем проводить там максимально там различные тренинги с профессиональными психологами, чтобы у наших медицинских работников, волонтеров, медиков не случилось эмоциональное выгорание и вообще, ну как бы, чтобы они смогли выговориться и как-то отпустить ситуацию. То есть в рамках направления действительно ведется очень огромная работа. Я хочу поблагодарить девчонок, вот несмотря на то, что они вроде как выглядят очень юно, да, но на них очень большая ответственность. И они вот соблюдают весь этот регламент, все время советуют, все время самореализуются, обучаются. То есть у нас нет такого, что мы определили одного человека, и человек не обученный там приходит в медицинскую организацию. У девчонок действительно огромная там ответственность, они обучают, подготавливают, несут за каждого ответственность. Но хотя в это время там коллеги их просто ходят на пары и свободно проводят досуг, а у девочек вот такая ответственность. Но эта ответственность дает в дальнейшем, как уже ранее коллеги говорили, возможность социального лифта, возможность проявления себя и дальнейшего устраивания карьерного роста. Это такая замечательная практика. Но если говорить в общем про цифры, то на сегодняшний день у направления это по всей России. Более 1900 партнеров из медицинских организаций, с которыми мы официально заключили соглашение и куда открыты двери всегда для наших волонтеров. Это более 3,5 миллиона часов волонтерской помощи в медицинских организациях. И в месяц охват тем, кому мы помогаем, это более 100 тысяч человек. Это на самом деле просто невероятная вообще помощь со стороны наших ребят. Вот сегодня, вернее вчера у нас стартовала всероссийская акция в рамках, приуроченная к поздравлениям ко Дню медицинского работника. И у нас уже ребята активно, вот и Алена рассказывала, что и флешмобы проводят, и максимально стараются поздравлять. В некоторых регионах вводятся ограничительные там мероприятия, но наши ребята все равно в онлайн-режиме продолжают тоже это делать. И там граффити рисуют, там где-то запросить от медицинских организаций, то есть просят поликлиники там разрисовать стены. То есть наши ребята не только там по медицинской части, но и очень творческие, талантливые люди. И вот сейчас у нас насчитывается именно у направления, у волонтерской помощи медицинской организации 20 тысяч волонтеров. Я считаю, что это очень такая хорошая не просто цифра, а такой пул людей, которые готовы стоять на страже здоровья людей. И всем огромное спасибо. И я хотела бы вообще Республику Якутию, Алену Кычку, командующего волонтеров-медиков отметить на уровне Дальневосточного федерального округа. У вас действительно прям очень все хорошо налажено. Я вот был период, когда курировала ДФО, сейчас я, получается, курирую по 5 направлениям ДФО и понимаю, что вы растете с каждым днем. Вот действительно, несмотря на то, что там поток координаторов меняется, да, то есть мы понимаем, что приходят новые люди, но с ними работают. И это очень такая большая работа, проделанная Аленой и ее командой. Давайте поаплодируем ребятам, потому что региональное отделение, оно как бы очень здорово с этим справляется, и поэтому Алену мы обозначили окружным координатором Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Дальневосточном федеральном округе. То есть она не только региональный координатор Якутии, она еще координатор ДФО. Спасибо большое.
Спасибо большое, Ишат. Да, реально очень большая работа проделывается нашими координаторами. То есть, например, до того, как до пандемии, да, в целом, ну, ребята мало людей вообще приходило на помощь именно вот по направлению волонтерской помощи в медицинских организациях. Ну и вообще медицинские организации, некоторые, когда вот у нас в 2017 году создалось региональное отделение, ну, не шли, не понимали, что это такое, то есть, и мы с каждым годом, ну, понимали, какие у нас минусы, плюсы, да, где слабые стороны, и потом вот производили презентационные встречи, и уже более такая работа уже началась, конечно, в пандемию, но до пандемии у нас больше по санпроф деятельности, да, шло, то есть и с медицинскими организациями совместно проводили работу, то есть у нас очень хорошо тоже выстроена работа Республиканским центром медицинской профилактики, то есть мы с ними уже несколько лет подряд проводим очень много тоже акций всероссийских, да, к сожалению, они сегодня не смогли подключиться, но мы все это тоже очень часто проводим ежегодно. Мы даже вместе выезжаем в районы, да, совместно. Например, Добро в село тоже помогают. Да? Ну вот Добро в село — это такая тоже отдельная история, в которой тоже нам очень хорошо помогло Министерство здравоохранения, когда вот первая акция только начиналась в 2018 году. Да? Осенью мы выехали вообще где-то около 8 ФАПов, то есть это тоже для нас было в новинку. Например, у нас Миарим, она сама из Кыргызстана, она была студенткой, ну, в то время была студенткой первого курса, и сейчас она возглавляет направление санпроф. И, получается, она впервые поехала в район, то есть человек, который только приехал вообще в Якутию, в Россию, да, и вот она поехала вот в Амкинский район там и дальше, то есть, ну, далеко ехали, несколько часов, поэтому тоже это было очень интересно, и у нас сейчас иностранных студентов тоже очень много, и у нас интеграция вот иностранных студентов тоже происходит, они тоже очень готовы, они даже вот медицинские организации тоже очень идут с радостью помогать, то есть именно осознание того, что вот с младших курсов они должны заниматься помощью в медицинских организациях, то есть другие ребята, которые кто-то трудоустроился уже, да, такой тоже социальный лифт, как Айшат сказала, у них выстроен, поэтому они вот тоже это все транслируют своим одногруппникам, друзьям, и это все передается как сарафанное радио, да, и даже вот в группе мы пишем про это, и вот ребята тоже вот вступают в направление волонтерской помощи в медицинских организациях, понимают, что это реально здорово, и что вот помогать именно своим будущим коллегам, для них это, наоборот, даже очень хорошо, перенимают новый опыт, новые знания и тому прочее. Ну и, конечно, помимо этого хочется отметить наши районы, которые тоже помогают и помогали и помогают до сих пор в медицинских организациях, работали в красной зоне, да, ребята из Кобяйского района, Тамбонского района с этим не понаслышке знакомы, да, они сами уже там вообще несколько месяцев там работали, помогают и в поликлиниках, организовывают досуг, то есть от А до Я они все там организовывают, то есть они очень большие молодцы, и хотелось бы ребятам из Тамбонского района, Аня, можешь, да, пару слов тоже рассказать, вопросы можешь задать, я тебе такой микрофон передам. Добрый день. Тоже хочу поздравить всех с наступающим медицинским работником. Я сама с Тамбонского района, работаю старшей медсестрой районной поликлиники. Также преподаю в отделении поселка Хандра и медицинского колледжа. В основном наша задача, работа — это помогать социально нуждающим. Помогаем Тамбонской ЦРБ, да, во всех акциях, мероприятиях, везде мы участвуем. И это благодарность нашим студентам в основном. Хотелось бы, чтобы еще подключились побольше волонтеров нашей ЦРБ, да, именно работников, и чтобы была поддержка со стороны ЦРБ, тоже совместно, да. Я, например, первый раз на форуме и много узнала. И сейчас будем еще работать еще активнее и правильно будем работать.
Спасибо. Спасибо, Аня. Получается, такой еще вопрос есть, то что на форум, вообще поддержка должна тоже вот исходить от ЦРБ, да, например, Кобейский район, там им полностью 3 людям проезд оплатили, а тут получается такая проблема вышла, то что, Ане проезд не оплатили, то есть она приехала за свой счет, человек узнал только вот когда приехал на форум, вот такие вопросы тоже надо как-то... Как-то неудобно, конечно, это говорить, да, но как с Минздрава мы получили письмо, да, приглашение, и Алена Ивановна тоже пригласила нас, да, и мы заранее уже готовились, планировали, а потом уже приказ как бы сделали, но потом начальник отдела кадров вчера сказала, что как бы это не оплачивается. Я переговорю с главным врачом. Спасибо большое. Но мы не только для себя, да, в основном мы работаем с медицинскими организациями, и поэтому мы делаем благое дело, и поэтому хотелось бы, чтобы они тоже нас поддержали. И вот в этом и заключается преимущество форумов, когда есть вот эта прозрачность между волонтерами и властью. Знаете, вот такой некий мостик дружбы выстраивается, и чувствуешь себя, как будто ты сейчас обратился к президенту, и сейчас вопрос решится. Но мы надеемся, что все-таки он решится. Очень жаль, что многие работодатели и из числа медицинских работников не всегда поддерживают волонтерскую деятельность, а именно волонтеров-медиков. И когда есть поддержка со стороны ЦРБ, ЦГБ, там вообще любых медицинских организаций, наши волонтеры-медики, они окрыляются. Они хотят еще больше помогать, они хотят еще больше делать. И вот эти условности, которые как бы исходят от каждого человека, хотя их можно там, да, обойти, регламент выстроить как положено, они вот некое табу на реализацию вот добрых дел все-таки вот ставят. Я надеюсь, что вот такие проблемы, это будут последние проблемы в регионе в целом, и волонтеры-медики именно в волонтерской помощи медицинских организациях будут вот активно реализовываться, и вот эта сеть муниципалитета будет расти. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Айшат. И, конечно, еще хотелось бы слово передать, у кого еще есть вопросы, либо Кобейский район тоже можете рассказать о себе, как у вас там выстроена работа. Это тоже очень интересно, чтобы у нас тоже подключены другие районы, и чтобы они тоже вот услышали и, возможно, реально захотят создать местное отделение у себя в районе. Поэтому Керри, либо девочки, кто хочет взять микрофон, можете втроем там рассказать, как у вас, может, вы по-разному видите работу. Здравствуйте. Мы из Кобейского района. У нас волонтеров-медиков порядка уже более 80 человек работают. Открылось наше отделение в 2019 году совместно как бы открытием тоже филиала Сангарского отделения Якутского медицинского колледжа. Огромную поддержку нам предоставляет, оказывает администрация Кобейского района и сам главный врач Оконечников Иван Степанович. Везде как бы мы ощущаем поддержку тоже со стороны первичной профсоюзной организации. В плане финансов тоже оказывают поддержку. Мы участвуем во всех проводимых мероприятиях, акциях Кобейской центральной районной больницы. Как сказать, все мероприятия не обходятся без поддержки и участия волонтеров-медиков. Молодцы, молодцы. Вообще пример, как надо выстраивать работу, и они у нас еще и настигают, то есть они охватывают, то есть там тоже у них... Это, как бы мы открыли вот внутри нашего вот отделения 4 больших врачебных амбулаторий есть, там тоже вот работают наши волонтеры-медики, и открыли в этом году первый школьный отряд в село Кобей, а там только сейчас работает 2 ученика. Да, это огромная помощь, да, непосредственно для нашей медицинской организации. И очень отрадно, что открываются в школах. Да, это профориентационная работа, да, в будущем, чтобы наши ребятки выбирали правильный путь, именно в путь в медицину, да, чтобы поступали и в медицинские институты, и в колледжи непосредственно профориентированные ребята, которые уже знакомы с нашей системой.
которые уже какой-то вклад внесли и имеют представление. Да, сейчас, потому что очень сложно учиться в институте, да, и в колледже, и когда ребята поступают просто вне системы, им бывает очень сложно учиться. Да, и на старших курсах бывает такое, что я еще не выбрал специальность, да, я еще не знаю, кем я буду. Да, то есть мы ежегодно участвуем от имени Министерства здравоохранения в ярмарках вакансий, что и в колледже, что и в институте. И бывает такой небольшой процент ребят, которые на старших курсах говорят, мы еще не определились. Да, а когда бывают ребята, которые вот изначально прям с периода абитуриентства, они говорят, я буду генетиком, или там, я буду кардиологом, потому что я уже состою в сообществе генетиков, или там состою в сообществе кардиологов, посещаю кружки, и я волонтер-медик. И это вот огромная честь для школьников быть волонтером-медиком, чтобы в будущем поступить непосредственно в тот желаемый свой вуз, да, или в колледж. Так что имея в центральных районных больницах такие филиалы, тем более Кобяйская ЦРБ, вообще Кобяйский район, он труднодоступный, отдаленный, да, есть населения, которые за рекой, которые к ним можно доехать только на вертолете, да, то есть, и что вы оказываете, доезжаете до всех наследов, это огромная работа, да, которую вы проделываете непосредственно, совмещая свою работу. Так что вам большое спасибо. Спасибо. Итак, и еще, если у кого-нибудь возникли вопросы, ребята из зала тоже можете задать вопросы. Кто из Алданского улуса, может, вы тоже хотите рассказать, может, как у вас выстроена работа. Нет, да, не хотите, да? Хорошо. Но вы начнете выстраивать, у нас они только открылись, да, недавно совершенно, да, и в скором времени они тоже будут блистать на пьедестале, открывать тоже другие филиалы на слегах района, и поэтому на это тоже очень надеемся. То есть пример именно вот то, что объединяется ЦРБ и филиалы медицинского колледжа, плюс еще и администрация помогает, это вообще идеальный пример того, как вообще должно работать местное отделение. То есть вас со всех сторон поддерживают, и вот как бы тот же самый проезд, и в Кобяйском районе они также еще грант выигрывают, да, то есть они СИЗами обеспечены, то есть они нам вообще не звонят, типа нам нужны маски, антисептики, они сами выигрывают, сами там уже нуждают, но мы у них можем запрашивать, наоборот, да, такое тоже может случиться, но они молодцы, и поэтому даже футболками, да, то есть они вот все сами заказали и уже сидят там, вообще у них много футболок, да, укомплектованность большая, и сейчас только еще манекенов выиграть, и тогда вообще супер будет. И они будут по наследам выезжать, там, обучать. И в Северн-Кёльн было бы круто, да, там, например, население все равно немножко другое, да, то есть они, наверное, тоже их обучить, это тоже было бы очень здорово. Вот. Поэтому районы, которые подключены, тоже вы можете вдохновиться историей вот наших ребят, можете задавать вопросы в чате, потому что эти вопросы мы обязательно здесь можем сейчас озвучить. У нас площадка до 11:30. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Ну и кто в зале, ребята тоже, студенты, волонтеры, кто сейчас присутствует, можете тоже напрямую сейчас задать вопрос, если вас интересует, например. Я вот помогала сколько-то часов, сколько мне будет баллов там при поступлении, вдруг кто-то там интересуется, до сих пор не знает. Ну, любые вопросы можете задать, мы на них ответим обязательно. У кого-нибудь что-нибудь есть? Никто не хочет, да? Ну, получается, у нас и в Минздраве тоже, да, у нас ребята в колл-центрах помогали, то есть и если какая-то вот такая работа, ну, вообще нам надо будет прям идеально выстроить план работы на год, да, то есть у нас соглашение подписано, не знаю, вы получили ли экземпляр, который из Москвы должен был приехать, потому что Павел Олегович подписал, и уже мы должны были, ну, вот, впервые, вот тоже в 2021 году это все произошло. Мы, по идее, сотрудничали очень давно. У нас по документам вообще что-то такая немножко отдаленность, но все равно через сколько-то там месяцев, лет мы это все добиваемся, но все равно без таких каких-то официальных бумаг, но мы все равно работаем, сотрудничаем, и, в принципе, ну, с каждым
месяцем, с каждым шагом у нас работа крепчает, сотрудничество тоже улучшается, и получается, ребята тоже становятся заинтересованнее, школьники тоже, да, вот приходят и профориентацию свою проходят, ну и сами студенты, да, то есть кто еще не выбрал специальность, для них тоже это профориентация, да, они, конечно, вот когда приходят на первый курс, там тоже можете вступить в волонтеры-медики, какие плюсы, да, и так далее, то есть вот каждый раз мы тоже это все равно должны им рассказывать, и, конечно, чтобы они вот помогали в медицинских организациях. Ну, про это, конечно, можно говорить бесконечно, какая вообще помощь. Я бы хотела немного дополнить. Может, кто-то не знает вообще систему там работы направления. Это направление, которое вот прям очень сильно курируется нашим движением. Мы, конечно, все курируем, но вот волонтерская помощь медицинских организаций — это такая довольно-таки и сложная, и очень ответственная работа для каждого волонтера. И вот у нас получается между волонтером и движением, волонтером именно направления, не просто волонтером-медиком, а именно направление волонтерской помощи медорганизации, которое будет выходить и помогать больницам, мы с ним заключаем отдельное соглашение, которое вот уже прописывает в этом соглашении там зона ответственности волонтера, зона ответственности там регионального отделения, движения в целом. И данное соглашение мы подписываем с двух сторон, то есть волонтер и председатель движения. И все это, получается, хранится в региональном отделении в двух экземплярах. Ну, один экземпляр у волонтера, один экземпляр у регионального отделения. Потом формируется список волонтеров, который хочет стать волонтером направления. Потом ведется для них первичное обучение. Там у нас есть этапы собеседований, да, когда, например, мы понимаем, что человек не совсем готов, например, там, работать, или есть там вопросы, связанные там, с этикой, с коммуникацией, в принципе. То есть мы эту работу проводим в рамках другого направления, потом подготавливаем человека, переводим в это направление, потом даем ему доступ в больнице. Со стороны больницы, получается, самый идеальный вообще вариант — это когда уже есть соглашение подписанное, когда больница уже там назначает куратора ответственного, и наш координатор направления с куратором из больницы взаимодействует и уже по потребности медицинской организации предоставляет им волонтеров. И сразу же они обговаривают функционал, там, грубо говоря, на документы 2 человека, в колл-центре 1 человек, на welcome zone там 3 школьника можно, и там, например, там в какой-то кабинет там 3 тоже человека. И тогда проще вообще, в принципе, работать. И вот листы регистрации волонтеров, как вообще волонтерцы говорят, чекины и чекапы, да, вот вы проговаривали об этом, что необходимо там фиксировать, да, время нахождения там волонтеров в рамках их функционала. И вот эти листы, все у ребят вот единого образца. То есть не только там Якутия этим пользуется, а вся Россия. Мы для всех вот разработали такие единые механизмы. И сейчас, говоря уже о планах на будущее, вот мы сейчас направили на лицензию не методические рекомендации по вторичной профилактике. Вот сейчас у нас будет такой пробный такой вариант в приблизительно 20 пилотных регионов. Мы запустим это, проверим в ближайшие полгода, как вообще работают, справляются, на что нужно делать упор в обучении волонтеров вторичной профилактики и так далее. И потом будем тиражировать вот именно эту новизну в рамках направления на все регионы. Вот. И тут тоже, скорее всего, мы из ДФО, когда берем Якутии, отдельное место под солнцем оставляем. Вот. Я думаю, что мы вас включим обязательно, чтобы вы тоже попробовали, потому что очень много вопросов, связанных вот именно вторичной профилактикой, поступает. Мы стараемся новые программы и проекты внедрять по запросу от населения. Вот. То есть это не то, что придумано Москвой, как обычно в регионах думают. Да, Москва вот придумала, сейчас регионы это надо реализовывать. Это наоборот, придумали регионы, в смысле задают вопрос региону, а вот мы на фоне этого уже все это разработали. Сейчас не мы ждем, они должны уже лицензировать, уже там осталась последняя часть блока, вот буквально на следующей неделе они уже обещали нам прислать готовый вариант, потом мы запишем видеокурс с врачами и уже будем дальше внедрять.
Ну, вот такие планы на будущее нас ждут, и получается в рамках там именно этого направления у нас есть там 2 мероприятия. Это акция всероссийская ко Дню больного, которая проходит в феврале, и вот всероссийская акция ко Дню медицинского работника, которая сейчас проходит, да, в эти даты. И еще в этом году, как пробную, мы провели всероссийскую акцию ко Дню СМП. Очень хорошо она зашла, вообще регионы с удовольствием приняли участие, а мы, скорее всего, тоже будем его уже внедрять в план на 2022 год. То есть вот эти такие 3 таких крупных, масштабных у нас мероприятия будут. Ну и так мы проводим очень часто, получается, встречи с врачами, диалог с врачами, именно там по профилю, по узким специальностям и так далее. Есть, конечно, очень большие запросы от регионов, когда они хотят, чтобы там в рамках нашего движения действующие врачи проводили там консультации и так далее. Вот эту ответственность мы пока что не то чтобы там не берем. Мы считаем, что это как бы некомпетентно, во-первых, будет в рамках волонтеров-медиков делать, а во-вторых, люди уже настолько обленились, им легче позвонить волонтерам-медикам и решить все вопросы, нежели чем позвонить в медицинскую организацию и сделать все как положено. Вот у нас люди знают номер горячей линии, но звонят, например, Алене Кличкиной, потому что Алена быстрее работает, чем горячая линия. Ну, по мнению человека, который обращается. Вот. Здесь бы тоже очень хотелось бы понимания людей, потому что иногда приходится людям говорить нет, действительно, потому что они уже запросы их растут. Еще вот в рамках акции «Мы вместе» у нас уже была такая формулировка, как «постоянный клиент». Ну, то есть, вот, потому что людям просто приятно с нами работать, и они говорят, что такое человеческое отношение. Но оно в принципе есть. Со всех сторон. Просто, видите, медицинская организация все, как бы строго по регламенту. Там вот нет, если мы будем каждого жалеть, то там не выздоровеет никто. Вот. А у нас другая история, да, мы берем вот добром, и люди начинают на этом тоже ездить. Вот эти моменты тоже очень важно нам с медицинскими организациями отрабатывать, потому что они наши наставники вообще на самом деле. Это очень такая хорошая коммуникация вообще и по возрастной категорию, по компетенциям. И очень здорово, когда мы видим картины, когда там молодой, там юный человек приходит и несколько дней, например, СММщиком там работает, они типа медиа-волонтеры, знаете, тиктоки записывают или что-то, и врачи такие удивленные, как вообще это так происходит. Или вот, как говорили, очень оперативно вводят информацию в базу данных. Это вообще наш отдельный вид искусства. Вообще за это, наверное, нам когда-нибудь какую-нибудь премию дадут за эту разработку. Но действительно, ребята вот себя проявляют в разных вообще вот функциях и очень часто подают идеи медицинским организациям для того, чтобы они их внедряли. Прислушиваются и та сторона, и эта сторона, и это очень здорово. Вот как раз-таки вот эта система, к которой мы хотим прям максимально прийти и улучшить вообще систему там, оказания помощи в сфере здравоохранения и для населения, и для врачей, и как бы волонтерам. Вот. Спасибо большое, Айшат. Да, вот давайте похлопаем друг другу. Получается, очень правильно подметила то, что вот насчет как горячая линия, то есть мой номер до сих пор где-то находится как горячая линия Минздрава. То есть у меня очень часто звонки мы прогуглили и посмотрели там, который 8800 же есть, номер 130. 1403, да, я даже наизусть его помню, потому что мне звонят, потому что он сотовый единственный, люди любят на сотовые звонки. Ночью там получается, и сразу это не спрашивают, горячая линия или нет, они такие, ПЦР когда будет, там типа такого, короче, всякое разное, и получается, вы не туда попали, и вот записываете номер горячей линии, и такие, все, спасибо, там такое тоже бывает, но звонков много, конечно, но такое, ничего страшного, к такому привыкаете, то есть, если чей-то номер тоже на республику прославится, вы потом привыкнете. Телефон сгорит немножко, но привыкнете, поэтому тоже это работа такая у нас волонтерская, поэтому кто-то там, у нас вот девочки тоже бабушкам звонили, заявки выполняли, да, вот ребята все знают, в курсе, Семен тоже, да, вот со своего номера звонят, и вот что привезти и так далее, и потом после этого к ним уже эти люди, как уже вот как ты сказала, да, постоянные клиенты, которые курируют уже вот эти ребята, то есть они не только в больницах помогают, но еще вот бабушкам, дедушкам лекарства привезти, там, либо вместе с ними куда-то сходить, такое тоже бывает, поэтому либо про вакцинацию спрашивают, у нас вот даже есть случаи, когда вот есть РКБ-3, бабушка прикреплена к ним была, и хотела
хотела получить вакцину. То есть не все бабушки сейчас хотят получить вакцину, да. И вот она наш постоянный клиент тоже, и вот хотела получить, и ну, весь день я с ней работала, то есть она говорила о том, что ей позвонили вечером, потом подруги ее убедили не получать, потом она меня консультируется, получать мне или нет. Ой, я вот уже беспокоюсь, лежу, спать мне или не спать, там, завтра же уже приходят ставить, там, то есть, ну, такой случай тоже был, но у нее все хорошо прошло, она получила вакцинацию уже, и, ну, она нам благодарна. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы поблагодарить наших сегодняшних экспертов, то, что вы уделили нам время, подошли, мы с вами очень хорошо тоже пообщались. Ну и надеемся, тоже будем очень часто тоже встречаться, общаться в любом формате, да, очном, в онлайн, потому что сейчас у нас Zoom тоже позволяет там стерпеть до 100 человек, даже больше, там по времени можем бесконечно общаться. Вот. И поэтому благодарность вручается Светлане Кирилловне Протопоповой за то, что тоже приняли участие на нашем форуме. Спасибо большое. Кто-нибудь у нас фоткает или нет? У нас оператор тиктоки снимает внизу. Вот. Давайте, Алина, у кого iPhone? Такая же благодарность тоже передается Рожаковой Вере Владимировне, тоже мы сфоткаемся на память, потому что это тоже историческое событие, потому что мы форум впервые вообще в таком формате организовали. Так, ну и помимо этого, все эксперты, которые подключились тоже онлайн, огромная вам благодарность. И, конечно, всем нашим медицинским организациям, с которыми мы имеем партнерские отношения, тоже это очень радует. И всем тоже передаем благодарность. Но помимо этого у нас есть тоже вот волонтеры, про Алину говорила, да, которая является координатором вот наших ребят, которые помогают в медорганизациях. Она награждается благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Давайте похлопаем. У нас фанфар нет, к сожалению, но поздравляю. Вот. Давайте тоже похлопаем друг другу. Ну, у нас сегодня на протяжении дня все будут получать благодарственные письма. У нас такой вот тоже такой неофициальный, ну, официальный форум, но мы такой молодежный, поэтому все должны тоже активно друг друга поздравлять, потому что у нас уже праздник, да, скоро на носу, то есть, и поэтому вот с этой частью у нас, уважаемые участники, тоже обязательно присоединяйтесь к Инстаграм-конкурсу, у нас очень классный приз, поэтому обязательно заходите в Инстаграм WorldMedic14, условия там, либо условия в группу тоже отправляйте. Смотрите и обязательно сфоткайтесь, там, как вы сидите в онлайн-формате, участвуете в форуме, и кто-то из вас, возможно, получит приз. Приз можем доставить куда угодно, поэтому главное ваше участие. Вы тоже обязательно участвуете, фоткайтесь, баннеров очень много вообще на каждом углу, где угодно сфоткайтесь, с кем угодно фоткайтесь, главное, такая классная фотка у вас интересная должна быть, и, конечно же, все условия должны быть выполнены, но сейчас у нас будет небольшой перерыв. Уважаемые участники, вы не выходите, можете просто без звука поставить. Потом, когда мы начнем, мы в группе тоже напишем и обязательно скоро начнем. Ну а сейчас у нас для нас всех на улице пройдет флешмоб. Снимем ролик поздравительный для наших медиков, да, для всех, для вас, для волонтеров медиков и медицинских работников нашей республики. Поздравительное видео. Поэтому все выходим на улицу. Женя будет главнокомандующим, который будет, он нас ждет уже внизу. Давайте все пойдем. Отлично, там микрофон не будет. Да, уважаемые участники, у нас сейчас уже перерыв, поэтому можете, ну, кто выйдет, потом обратно подключитесь, когда мы напишем в группе. Поэтому очень хорошо, что вы все подключились. В скором времени мы с вами встретимся, поэтому немножко отдохните, встаньте, сделайте зарядку.